Лекарств действительно не хватает, особенно антибиотиков. Дания Халисланова снова пытается купить популярное, но уже малодоступное лекарство. Этот эпидсезон стал для ее семьи настоящим испытанием. Малыши простыли, а мама сбилась с ног в поисках жаропонижающего. У детей была температура, но нурофен мы не нашли. Найти препарат попытались и мы, но обойдя ряд разных аптек, слышали примерно один и тот же ответ. Нурофен детский есть? Вообще? И не будет? Я не знаю. Тоже нет. А бывает? Тоже редко. На складе нет? В одной из крупнейших аптечных сетей нам посетовали, жаропонижающее не завозили еще с прошлого года. С того года вроде бы. С того года не возили С больше. декабря, да. А в другой аптеке заявили, лекарства завозят, но так мало, что его сразу раскупают. Периодически приходит, потом его быстро раскупают. Это же все зависит от поставок на складе. А пока на складе нет, да? Пока его нету, видимо, да. Впрочем, нурофен – это и не единственный препарат, который казанцы уже давно ищут. Дефицит стал ощущаться еще осенью прошлого года. Кто-то говорил, лекарства в больших количествах скупали для мобилизованных. Кто-то объяснял высоким спросом из-за эпидсезона. Наверное, с антибиотиками в основном. Наверное, вы уже знаете, может быть. Слышал, да. Амоксиклав, там Супракс. Как оказалось, это импортные лекарства из Словении, Нидерландов, Британии и других стран Европы. Популярностью пользовались и медикаменты из США. Среди них и привычные жаропонижающие, и серьезные гормональные, а также противоопухолевые препараты. Почти у всех есть отечественные аналоги, но покупатели считают, не все из них обладают такой же эффективностью. Ферменты для ребенка. Когда не перерабатывалась лактоза, мы покупали ферменты. Был только российский производитель. Мы пробовали, нам не помогло. Почему же лекарств становится меньше не только на полках, но и на складах? Ответ на этот вопрос мы получили в Росздравнадзоре. Все объясняется проблемами с доставкой. В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки доставки необходимого количества препаратов в аптеке, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставки лекарств в аптечные организации. Но при этом есть дефицит некоторых лекарств. Другие популярные препараты зарубежного производства всегда в наличии. Которые есть, которые нет. То, что мне надо было, я все покупаю в аптеках. Мне обычные нужны были фистал, ножпа, так что они есть в любой аптеке. Татарстанцев, имеющих федеральные льготы, обеспечивают по линии Минздрава. Остальным остается ждать, когда спадет спрос и аптеки вновь сформируют нужный запас. Мы направили запрос в Министерство здравоохранения. С нарушением логистических цепочек мы столкнулись почти год назад, и проблем с лекарствами не было. А 4 месяца назад этот вопрос стал болезненным. Так когда же медикаменты появятся в аптеках и будут ли стабильные поставки? Рамиль Шайдуллин, Александр Саитова, ТНВ, Казань.